Всем привет, ребята! Сегодня мы обсудим, как пройти собеседование на американском посольстве, то есть какие психологические трюки мы сможем использовать, чтобы наши шансы на получение визы росли или были выше. То есть человек, который у вас принимает собеседование, он тоже, как и вы, обычный человек. То есть это его рутинная работа, он приходит на работу, берет кофе, начинает день, принимает пару десяток человек, он тоже устает. У него или у нее, так же, как и у нас, бывают хорошие или плохие дни. Что это значит? Это значит то, что человеческий фактор тут играет очень большую роль. На собеседование не стоит приходить нервным. То есть, если вы волнуетесь, сделайте что-нибудь, что вас расслабляет. Не знаю, в моем случае, наверное, я бы кальян покурил до того, как зайду в интервью. Еще смотрите в глаза офицера, то есть не отводите глаза. Вы, когда с ним разговариваете, очень важен eye contact, то есть глаз на глаз. Но это не значит, что вы должны смотреть со злостью или вообще не прерваться. То есть у вас должно быть расслабленное лицо. Попытайтесь отвечать офицеру одним предложением, то есть не надо из темы выскакивать другие русла. Если офицер спросил о чем-то, вы должны четко об этом же отвечать. А еще очень важная вещь, попытайтесь улыбаться офицеру. Так как американцы привыкли видеть везде улыбающихся людей. Большинство. Так как они тут ходят в магазины, в рестораны, куда бы они ни пришли, им всегда улыбаются. А еще человек, который улыбается, это значит то, что у него все хорошо, и он ничего плохого не собирается делать. То есть в их глазах, конечно же, вы не пытаетесь что-то плохое сделать или как-то пройти сюда. Плюс, когда вы улыбаетесь, вы расслабляетесь тоже. У нас все связано в нервной системе, то есть когда вы улыбаетесь, хотите не хотите, вы почувствуете себя счастливым. То есть улыбка вас расслабляет. Вы должны дать позитивную энергию человеку, который у вас принимает интервью. Вы можете психологическим трюком, например, оденьтесь в яркие цвета. Психологами были доказаны, какие цвета люди больше воспринимают как хорошую энергию. Это может быть белый, это может быть синий, это может быть желтый. А еще многие думают, что если они оденут костюм, их более серьезно будут воспринимать. То есть они одеваются как на свадьбу и приходят на интервью. И с важным видом разговаривают с человеком. Американцы во многом приземленные люди, поэтому даже если вы видели миллиардеров, они одеваются очень скромно. В основном в США одевают костюм, когда им надо в церковь или в суд. Вы можете прийти в обычной одежде. Можете в футболке или в рубашке какой-нибудь и скромненькой. То есть одежда должна быть та, которую вы каждый день одеваете. Конечно же, опрятную, чистую. Насчет документов. То, что вы приносите с собой, не надо сразу же всувать в эту окошку. Офицер вам скажет, когда какой документ показать. То есть иногда все, что вы принесли, кроме паспорта, иногда даже не спросят. То есть давайте ему то, что он спросит. Скажет, покажи документы от банка, покажи документы от банка. Скажет, покажи документы на имущество, тогда вы покажете на имущество. То есть не надо забегать вперед, решать все за него. Во многих случаях, кроме паспорта, он ничего не спрашивает и сразу же делает решение по вашей анкете. Когда вы заполнили анкету, вам надо записать ваши ответы. Или можете отправить имейлом копию анкеты и распечатать, чтобы вы знали, что вы ответили по каждому пункту. Если ваши ответы не совпадают, когда офицер вас спрашивает о чем-то, то это может повлиять на вашу визу, то есть можете получить отказ. Некоторые люди думают, что если они не знают английского, то они не пройдут интервью. Вам не обязательно знать английский язык, чтобы пройти интервью, так как в каждом посольстве работают люди из той же страны. Например, если вы находитесь в Казахстане, если вы находитесь в Туркменистане или в Узбекистане, у вас будут ваши же люди работать и помогать посольству. То есть, если ему понадобится помощь при разговоре с вами,
то он позовет помощницу или помощника, и он вам любезно все будет переводить. Если подтвердили вашу визу, то ваш паспорт остается в посольстве на неделю или на пару дней. Зависит от вашего посольства. То есть, если вам не дали бумажку, это значит, что вы прошли интервью. Если вам дадут бумажку, то это значит, вы не прошли. Они, конечно, причину вам не огласят, но это как брошюра дается всем. Вот такое короткое видео на сегодня. Поставьте лайк и не забудьте подписаться. Всем пока.